Да, что еще? Тут из ярких впечатлений знакомства с девочкой мексиканской, и, как мы думали, бабушка ее пришла к нам, а это оказалась мама, 40 лет родила. Ну, она говорит, что 20... мы говорим, а как в Мексику ездить? Она говорит, а я не могу, я нелегально здесь. 23 года, да. А как вы машину водите? У вас же нет прав. Он говорит, как нет? Есть права. А какие? А мне их Бог дал. И она так каждому говорит, у меня Бог дал все документы, и полицейские, если ее останавливают, один раз было за 23 года, просто машину забрали, а в других случаях ей говорят, мы сейчас отворачиваемся, а ты уходишь, и мы тебя больше не видим. Ну, так и живут. А дочка американка ходит в школу. Она мойщиком окон работает или что-то типа этого. Ну, 23 года жить нелегально, и причем комфортно себя чувствовать. Да, и она сказала, что ни за что не хочет возвращаться в Мексику, что здесь лучше жить для ее ребенка. Вот, собственно, да. Ну, много историй, конечно, она рассказывала, как люди переходят границу. Он рассказывал страшилки про наркотики во взрослых классах, как вот через мексиканскую границу и подземный ров сделан, и как, значит, удочками кидают, на спиннинге привязывают и прочее. И говорят, вообще очень тут серьезно, тут мафия. Но мы этого ничего не видим. Да.